сейчас вот как бы, ну вот мы до сих пор не были дома. В ДРКБ в реанимации, он лежал у меня 1,5 месяца. После нас перевели в неврологию, так как мне объяснили то, что у моего ребенка проблемы с мозгом. То есть у нас голова не растет до сих пор. История Ярослава пробирает до слез. Малыш еще ни дня не был дома. Больница-хоспис, больница-хоспис. Алина заболела во время беременности. Мальчик родился недоношенным. Врачи сказали, что развитие ребенка остановилось в утробе. Ярослав может только лежать, голову не держит. Кушает только через инфузомат. Это такой специальный прибор. Средства на его покупку собирал хоспис, где мама с малышом сейчас и живут. В хосписе условия замечательные, мне все очень нравится. Здесь есть телевизор, здесь есть все условия, то есть ванная комната, кухня нас кормит очень даже хорошо, мне нравится. Персонал тоже прям вот мне нравится. Хоспис стал для Ярослава домом. Дом для жизни, а не дом для смерти, так говорят сами сотрудники хосписа. В этом философия паллиативной помощи. Если здесь дети улыбаются и родителям у нас хорошо, значит мы создали именно то учреждение, которое им нужно в этот тяжелый момент, отмечает Владимир Вавилов. Здесь вообще было старое здание, старая санатория, а тут вот на этом месте вообще было вот такие, как заросли с забором, видите? И были проблемы с пилкой, вообще оформление территории. Здесь гаражи стояли, которые вот они там за забором оставили, все на дыбы вставали, а потом вот здесь элитные дома. Как хоспис, вы морг хотите построить? Было такое недопонимание. А сейчас это люди, которые раньше кричали, взносы приходят делать, потому что поняли, что это надо, что это совсем другое заведение. Заведение любви, заведение заботы. Первый и пока единственный хоспис в Татарстане распахнул свои двери в Казани 5 лет назад. Строительство и закупка медоборудования обошлось в 300 миллионов рублей. Деньги пожертвовали неравнодушные татарстанцы. Сегодня здесь 18 коек для взрослых и 17 для детей. Больше 4000 человек обратились сюда за помощью. Многие ушли отсюда, прожив последние дни достойно, в окружении близких, родных, любимых игрушек. Ушли без боли. И да, многие говорили, даже мне в глаза говорили, зачем это надо, пускай это дети умирают дома. Но просто мы знали, что это надо, и чтобы на последних днях родители были вместе с своими детьми до последнего минуты их жизни. И чтобы облегчить боль и страдания пациентов, было все-таки мы решили для себя, мы это построим. Я познакомился с Владимиром в 2002 году. Он пришел с просьбой о помощи на телекомпанию. Тогда в его семье случилось несчастье. Заболела дочь Анжела. Всей Казанью собирали деньги, чтобы спасти малышку. Но Анжелы не стало. Владимир в память о дочери создал фонд помощи и добился того, что в 2010 году в Казани начали строить первый хоспис. Очень трудно, когда в семье быть такое понятие «ненужный ребенок». Это страшно, понимаете, это страшно. И вот чтобы не было, а нам вот они здесь все нужны. Вот она как ручку тянет, а нам здесь они все нужны. Вот так вот. У нас много этих историй, очень много. И мы поэтому всех стараемся любить, обласкать и сделать все возможное. У Полины ДЦП. Она попала в хоспис с истощением. 8 лет она весила 7 килограммов. Сейчас малышка весит уже 14. Владимир говорит, она 5-й ребенок. В семье непростая ситуация. Мать хотели лишить родительских прав. Если бы не хоспис, она могла все это время быть в больнице. Сейчас окружена любовью и заботой. Заслужить глаза ребенка, который смотрит на тебя с любовью, это что-то значит. Больного ребенка. Понимаете? Вот видите, как она смотрит, да, миленький наш? Вот мы поэтому работаем. Вот эти все дети, они все наши. Ребенок постоянно кричит, эмоции свои. Здесь нет такого, нет, нельзя кричать. Она выплескивает эмоции. Мы даже дома, у нас даже соседи делают замечания. Почему у вас ребенок кричит? А здесь такого нету. Здесь прям вот свобода. Мадине 3 года. У нее ДЦП и отставание речевого развития. Гульнара говорит, приехали в хоспис из Нижнекамска. Ведь там нет таких учреждений, только реабилитационные центры. Но попасть туда непросто. В один центр они на очереди 535-е, в другой 163-е. В хосписе девочка прошла и лечебные процедуры, с ней работали и педагоги. Иногда опускаются руки, не знаю, что делать. И вот они поддерживают. И вот такие хосписы тоже дают как надежду на дальнейшее все равно. И уже хорошо становится. То, что есть люди, которые нас понимают. И это уже хорошо. Потому что мы не остаемся со своими проблемами одни.
что болезнь маленько, к сожалению, наступает. Это не только в Татарстане. Это в России, это во всем мире. Любые заболевания, и онкология, и неврология, они просто, и диабет, идут, как бы, будем говорить, ну, не семимильными шагами, но прогресс, да, такой идет. Потому что даже по прогнозам 17-20% в год это увеличение только онкологии. Понимаете, вот у нас от онкологии в Татарстане в каждый год умирает 6 тысяч человек. Аналитическая служба интернет-газеты «Реальное время» изучила, в каких районах Татарстана высокая смертность от онкологии. В лидерах печальной статистики Спасский, Тетюшский, Мамадышский, Тюльчинский, Павлинский районы. Кто-то в реанимации, кто-то в больнице, а кто-то дома, кто-то не обезболен. Потому что не то, что нет там наркотических препаратов, все, а он человек один, лежит где-нибудь в деревне. Ну, некому ему просто выписать этот рецепт, инъекцию сделать. И вот на самом деле вот задача такая, что построить еще те стационары, которые нам нужны, особенно хосписы. Важнейший вопрос, который имеет не только медицинское, но и социальное, общественное, нравственное измерение, это организация паллиативной помощи. По оценкам в ней нуждаются до 800 тысяч человек, а вот волонтеры мне говорили, может быть, и 1 миллион. О важности паллиативной помощи в стране в феврале в ежегодном послании к Федеральному собранию говорил Владимир Путин. Вот на карте генплана вот наш участок, который нам предложили, вот он, значит, здесь находится. Ну, мы примерно архитектор, который уже разрабатывает там набросками хоспис. Во-первых, вот такой сверху вид будет, значит, этого хосписа. Он двухэтажный. Почему так вытянулся? Потому что структура участка только вот так позволяет сделать. А ведь, ну, это будет вид, значит, спереди. Здесь мечеть, церковь будет, потому что паллиативная хосписная помощь, она включает 4 направления. Это медицинскую часть, психологическую, духовную и социальную. Владимир Вавилов показывает проект нового, второго хосписа. Его собираются строить в районе РКБ. В фонде ждут, когда им передадут земельный участок. Когда это произойдет, отмечает Владимир, фонд объявит марафон добрых дел. Уже сегодня в рамках благотворительных акций на строительство собрано порядка 30 миллионов рублей. Там будет 60 взрослых мест. 30 коек на первом этаже будут хосписные, а второй этаж будет койки сестринского ухода. То есть там будут пациенты кто? С деменцией, там рассеянный склероз, Альцгеймер. Те, которых родственники уже устали просто дома или нет их никого. Они могут временно побыть, могут постоянно доживать там. Я вот езжу во все регионы, да, но не хватает денег нигде, просто нигде. Но есть вот те койки, которые открыли паллиативные при больницах. Это головная боль главврача, потому что он снимает с других отделений деньги, чтобы более-менее там по 3-4 тысячи оплачивать эти койки. Но в планах у нас, конечно, в будущем это Челны, построить хоспис, это Альметьевск. Сейчас хоспис обслуживает Казань и 5 ближайших районов. На выезде работают 4 бригады. В каждом районе моя мечта – открыть кабинеты паллиативной помощи с выездными бригадами. Владимир хочет выйти с предложением. Если Министерство здравоохранения поддержит, выделит помещение, ставку врача, медсестры и водителя, фонд даст заявку на президентский грант по поддержке развития паллиативной помощи. На выделенные средства фонд закупит машины и оборудование, пропишут зарплату на условиях софинансирования. Когда будет налажена работа в одном районе, можно будет перейти в другой. Если бы становилось этих пациентов меньше, забот бы не было. К сожалению, их становится больше. По данным Росстата, у нас каждый год 100 тысяч инвалидов, детей только становится. 100 тысяч, представляете, это страшная цифра инвалидов. И из них очень много нуждаются именно в паллиативной помощи. То, что Владимир справится с новыми амбициозными задачами, которые он поставил перед собой своей командой, лично у нас сомнений нет. Когда сюжет готовился к эфиру, стало известно, что основатели первого в Казани хосписа пригласили поделиться опытом и выступить с трибуны Организации Объединенных Наций. Я заболела в детстве, с 7 лет болею. После того, как я пролечилась в детстве, опухоль отступила.
Но потом болезнь вернулась вновь. В хосписе ее называют ангелом. Ляйсан – одна из новых пациентов. Сейчас девушке 22 года. Она готовится уже к 5-й процедуре химиотерапии. У нее неизлечимая опухоль головного мозга. Владимир говорит, когда ангел поступила в хоспис, она сразу сказала, что она знает свою болезнь. Запретила всем ее жалеть, плакать, а прогнозы попросила врачей обсуждать при ней. Я готова бороться дальше. Идти до самого конца. Она имеет право жить и лечиться достойно, не бояться остаться в одиночестве. В коридорах хосписа не пахнет больницей, нет белых халатов. Здесь телевизоры, ковры и плюшевые игрушки. На стенах картины, а палаты похожи на номера отелей. На полдник домашние пирожки. Жители хосписа и пациенты, и персонал умеют ценить каждую минуту. Здесь знают, что такое жизнь и как сделать так, чтобы ее пусть и считанные дни были счастливыми и спокойными. Сергей Темляков, Андрей Мухов. 7 дней.